Председатель Кабинета министров Кыргызстана Кылбек Джапаров принял генерального секретаря Международной организации тюркской культуры Тюрксой Султана Раева. Глава Кабинета министров поздравил Султана Раева с назначением на высокий пост. Уверен, что ваш опыт практической работы поможет внести большой вклад в развитие и укрепление культурных связей и дружбы между государствами-участниками Тюрксой, сказал Акылбек Джапаров. Обсуждены организационные мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 4-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут осенью в Турции. Состоялся обмен мнениями о деятельности и дальнейших планах Тюрксой. Особое внимание уделено планируемым мероприятиям в честь 30-летия создания организации в 2023 году. Первый вице-мэр города Ош Марс Исаев провел встречу с генеральным секретарем Тюрксой Султаном Раевым. В ходе встречи стороны обсудили проведение планируемого форума руководителей национальных комиссий ЮНЕСКО тюркоязычных государств в октябре текущего года. В мероприятии планируется участие представителей 8 стран – Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Венгрии, Туркменистана, Татарстана и Якутии. В рамках встречи подняты вопросы повышения статуса священной горы Сулайман-Туо, символа города Ош, через решение вопросов улучшения инфраструктуры, прилегающей территории, создание соответствующих условий для привлечения туристов. Отмечается, что основной задачей мероприятия будет популяризация туристического потенциала города Ош, провайдера Великого Шелкового пути. В рамках встречи обсуждены организационные моменты проведения форума, в рамках которого будет проведена комплексная презентация туристических возможностей города Ош, медиатур для представителей СМИ и блогеров тюркоязычных государств, масштабные этнокультурные мероприятия с целью демонстрации богатства культуры, традиций, быта и исторических ценностей, народностей и этносов, проживающих в городе Ош. Завершился второй национальный фестиваль «Яйлак Джайло», проведенный 29-31 июля в целях пропаганды национально-духовных ценностей Азербайджана, а также сохранения и популяризации на международном уровне кочевой культуры. В течение 3 дней участники фестиваля посмотрели выступления этнических музыкальных групп, приглашенных из зарубежных стран, местных коллективов, ознакомились с ашукским творчеством, народными песнями и танцами, образцами культуры малочисленных народов, проживающих в Азербайджане, сценами и театральными композициями, ремесленнической продукцией, предметами национальной одежды.
распоряжении гостей были переданы построенные на территории этнопоселка фестиваля жилые юрты, площадь для скачек, различные тематические зоны. В фестивале, завоевавшем симпатию стран тюркского мира и Европы, приняли участие около 300 гостей из 22 стран. Следует отметить, что в этом фестивале также участвовал посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев и его семья. По его словам, он представлял тюркские государства в качестве единственного посла. Второй национальный фестиваль «Яйлак» был проведен по инициативе Фонда истории и культуры «Джавадхан» и общественного объединения «КАП-АЗ», работающего в области туризма при партнерской поддержке Министерства культуры, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Министерства молодежи и спорта, сельского хозяйства, Госагентства по туризму, Государственного агентства по занятости, исполнительной власти города Гянджа, исполнительной власти Гюйгельского района, Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа, Всемирной конфедерации этноспорта и других государственных и частных структур. На фестивале большое место отводилось фольклорным песням и танцам разных народов. Salam olsun bizden bütün dünyaya, salam olsun bizden ulduzaya, salam olsun bizden bütün dünyaya. Tapurumuz geldi bilene nedir, bala geldi bu işi de bir tanedir, bala geldi bu işi de bir tanedir. Assalamu alaikum khilal ya saze, assalamu alaikum Nijer vasaze, assalamu alaikum khilal ya saze, assalamu alaikum Nijer vasaze. Allah'a sulu salamı mujura saze, ya Rabbim Allah'a sulu khutagi, reke bugal mura zavgi dubaygi. Такого рода фестиваль проводится в Азербайджане во второй раз. Были и недостатки, писали азербайджанские СМИ. Но каждый успех не достигается внезапно. Вероятно, желаемого результата можно было бы добиться, переняв опыт, полученный в кочевых играх Кыргызстана, считающегося братской страной. Однако фестиваль все же состоялся. Надеемся, что недостатки будут учтены в проведении будущих фестивалей. Напомним, что первый национальный фестиваль «Яйлак» состоялся 26-28 июля 2019 года на пастбище Дузюрт-Мискинли Гедабейского района. В нем приняли участие свыше 100 гостей из 16 стран. Фестиваль посетило более 50 тысяч человек.
güzel bir boydu. Ayağa kalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydu. Türkistan Kafkasistan ey güzel yurdu. Бейпазары – это маленький провинциальный городок с населением 47 тысяч человек, находящийся в 100 километрах от Анкары. Район состоит из 3 других малых городов – Карасар, Урус и Кербаш и 64 деревень. В древние времена считался важным городом в Малой Азии. Сегодня в сельском районе Бейпазары славится морковь. В Турции его производство составляет почти на 60%. Кроме этого, изделия из серебра, а также высокое качество природной минеральной воды. Благодаря своей богатой истории, архитектурное наследие, скалистое Бейпазары становится все более привлекательным для посетителей, особенно для экскурсантов из Анкары. Мощенные улицы, белые здания османского периода являются особенно привлекательными, многие из старых домов были восстановлены, и сегодня они служат в качестве гостиниц и ресторанов, а также эти места особенно популярны среди турецких режиссеров. Каждый год в городе проводятся фестивали, ставшие традиционными. Обход исторических домов, покупка серебра приносят хороший доход городу. Так образовался хороший обычай сбыта продовольственных товаров и услуг. Дома в старом городе Бейпазары стоят на узких улочках, во многих из них расположены магазины. Как правило, это одновременно и лавки, и мастерские, где работают кузнецы, производящие сувениры из меди, бронзы и серебра. Например, украшения в стиле телькары или филигрань. Также в старом Бейпазары очень много кафешек и ресторанчиков с колоритным интерьером.
Бейпазары – один из самых старых городов Анатолии, который располагается на Шелковом пути. В разное время здесь жили хетты, фригийцы, римляне, византийцы, сельджуки и османы. О достопримечательности. Хидерлик-Хилл – холма видом на город. Здание 17 века османского периода Сулухан-Караван-Сарай, а 13 века – мечеть султана Алаиддина. В музее Дома культуры отображение элементов из хетских, римской, византийской и османской империи. Инузу долины, крутые стенки каньона являются зеленым и приятным местом для прогулок или исследовать пещеры, гробницы и храмы, высеченные в скале. Доля туризма в ВВП Турции составляет более 10%. В этом секторе работает около 8% всего трудоспособного населения. В нем привлекает то, что город развивает туризм в сочетании с продвижением народных ремесел и сельского хозяйства. Туры в Бейпазары можно отнести сразу к нескольким видам туризма: бизнес-туризму, агро- и экотуризму, познавательному, развлекательному и так далее. Главное, этот маленький городок из небольшого потока туристов приносит примерно $1 миллион в год. Для маленького района это хорошее подспорье для бюджета, даже в условиях Турции, где жизнь в разы дороже, чем в Кыргызстане. Первое, что мы увидели по приезду в Бейпазары из Анкары, это был памятник в виде огромной морковки. Оказывается, Бейпазары поставляют более 40% моркови на турецкий рынок. От морковной площади в сторону горы, у подножия которой расположен этот населенный пункт, идут узкие улочки длиной около 1 километра. На них расположены лавки с различными продуктами, специи, сувениры, овощи, фрукты, изделия народных ремесел. Из-за того, что символом города является морковь, ее здесь, как и в Иране, называют хавуч. Во всех овощных лавках она присутствует. Прямо здесь предлагают за небольшие деньги свежевыжатый морковный сок. Все владельцы лавок, большая часть из которых женщины, приветствуют каждого прохожего словами «Хош гельденис» – «добро пожаловать». В лавках также изобилие сладостей и разных деликатесов. Маленькие кофейни и уютные чайные домики украшают эти улицы на всем их протяжении. Здесь также можно понаблюдать за работой кузнецов и гончаров, ткачей и мастеров по обработке дерева.
Бейпазары – город маленький. Туда нечасто стремится иностранный инвестор. Это яркий пример государственного проекта, как превратить провинциальный городок в один из центров туризма, используя местные ресурсы. Надеемся, и у нас в Кыргызстане также будут развиваться провинциальные города. Тот, кто стражем сокровенных перлов тайны был, россыпь новую сокровищ в жемчугах раскрыл. На весах небес 2 чаши есть, и на одной чаше камни равновесия, жемчуг на другой. А двуцветный мир то жемчуг получает в дар из небесных чаш, то камня павшего удар. Отцом их стал могучий горный великан Кепяс, а матерью – стремительная, холодная и прозрачная река Ахсу. Миллионы лет Кепяс и Ахсу провели рядом друг с другом. Он в туманной вышине небес, она среди каменных ущелий у самого подножья великана. Миллионы лет длилось ожидание встречи, пока однажды не задрожала земля под ногами великана. Затряслись его каменные стены руки, и в одно мгновение взлетели в небо, а потом с ужасающей силой устремились вниз, в глубокое ущелье испуганной Ахсу. Так в один день родились 7 горных красавиц, одна краше другой. И среди них самая прекрасная – Гёй-Гёль. Озеро Гёй-Гёль необычно и уникально. Оно имеет дату рождения – 17 сентября 1138 года. Совсем как человек. В этот год сильное землетрясение, произошедшее в Гянже, разрушило значительную часть горы Кепяс. В результате образовалось множество озер, не 7, 19, и множество ключей, ручьев, речек. Самые крупные из озер – Маралгёль, Гарагёль, Зелигёль, Ордакгёль, Гюзгюгёль, Шамильгёль. И среди них, как бесценный бриллиант в ожерелье природных украшений, голубое озеро Гёй-Гёль. Гора Кепяс – господствующая вершина здешних мест. Высота этой горы – 3065 метров. Всюду, и на просторах высокогорных лугов, и под пологом горного леса рассеяны огромные каменные глыбы. Это остатки древнего Кепяза, память об исторических событиях XII века.
Сегодня здесь тихо и спокойно. Территория заповедана. Это царство могучих орлов и стремительных кавказских. Зимой озера Гюйгёльского национального парка замерзают, но не все и не всегда. И поэтому почти всю зиму возле заповедных водоемов держатся самые разнообразные животные – звери и птицы, цапли, утки, поганки, лысухи, аляпки, горные трясогузки. А на горных склонах Муравдакского хребта каждое утро ровно за 1,5 часа до восхода солнца появляются зимующие здесь зерноядные воробьиные птицы – дубоносы и зеленушки. Они прилетают сюда, чтобы полакомиться мельчайшими кусочками горных минералов. Минеральные вещества в питании любых животных играют важную роль. Для нормальной жизнедеятельности всем, в том числе и птицам, необходимы кальций, фосфор, натрий, калий, а также микроэлементы – марганец, железо, медь, кобальт, цинк. Все эти элементы содержатся в обычных растительных и животных кормах в недостаточном количестве, поэтому птицы обязательно должны получить специальную минеральную подкормку. Вот и летят они на удобный горный склон с известняковыми выходами. Пока леса на склонах Муравдакского хребта еще только пробуждается от зимней дремы, природа озера Гюйгёль уже спешит к весеннему солнцу.
Лебеди-шипуны, белоснежные птицы, словно изысканное украшение восточной красавицы, подчеркивают необычнейшую красоту заповедного озера Гёйгёль. В весеннее пробуждение Гёйгёля вплетаются брачные турниры задиристых уток Гоголи, крики ярких и нетерпеливых черношейных и малых поганок, погонышей и усатых синиц, неутихающие песни камышовок и древесных лягушек-квакш. Высокогорное озеро, как правило, зимой замерзает, и лебеди все-таки его покидают. Но белоснежные птицы улетят отсюда недалеко, на побережье Каспийского моря. Улетят, чтобы ранней весной вернуться и своим прилетом открыть еще одну, новую страницу бесконечной поэмы жизни, название которой «Гёйгёль». Ласточкино гнездо. Памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Айтодор в поселке Гаспро на южном берегу Крыма. Первое деревянное строение на этом месте было возведено для отставного русского генерала после русско-турецкой войны 1877-78 годах. Его можно увидеть на полотнах известных художников-маринистов. Свой нынешний вид Ласточкино гнездо получило благодаря русскому нефтепромышленнику Штейнгелю, племяннику известного строителя российских железных дорог барона Рудольфа Штейнгеля, который любил отдыхать в Крыму. Штейнгель приобрел на Аврориной скале дачный участок и решил построить там романтический замок, который напоминает средневековые сооружения на берегах Рейна. Проект нового дома в 1911 году был заказан инженеру и скульптору Леониду Шервуду, сыну архитектора Владимира Шервуда. В 2013 году в плите-фундаменте обнаружили трещины, и осенью посещение приостановили для проведения проектных работ по реконструкции, укреплению скалы. В настоящее время дворец находится в аварийном состоянии и ожидает реставрации. Балкон, нависающий над морем, представляет собой абсолютно аварийную опасность, сказала министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Дворец полностью закроется для посещений, когда начнутся ремонтные работы. Укрепить скалу под зданием будет трудно, так как чем больше туда загоняется укрепительного материала, тем тяжелее она становится, раздуваясь и раскалываясь.
17 октября 2015 года правительство Российской Федерации приняло постановление об отнесении Ласточкиного гнезда к объектам культурного наследия федерального значения.